Много десятилетий подряд мирнинцы пользовались услугами местного авиаперевозчика, но в последние годы все больше сторонних авиакомпаний предлагают воспользоваться новыми рейсами. Как чувствует себя в условиях конкуренции авиакомпания «Алроса», узнавала Тамара Бессмертная. Анализ пассажирских перевозок авиакомпании «Алроса» показывает увеличение потока. Сегодня большинство маршрутов проходит вне границ Западной Якутии. При этом основной задачей авиакомпании остается обеспечение бесперебойного круглогодичного сообщения по всем направлениям, как коммерчески выгодным, так и нет. У нас увеличился пассажиропоток на участке Новосибирск-Краснодар, Москва-Краснодар. Появились в летний период новые рейсы у нас Томск-Анапа, Новосибирск, Симферополь. Большинство из этих маршрутов, которые я перечисляю, за исключением Томска, они все связаны с, Западной Якутией. То есть это обязательно идет стыковка. Мы даем возможность пассажиру воспользоваться с дальнейшим трансфером не раз в неделю, а, допустим, 2-3 раза в неделю. Увеличение пассажиропотока стало возможным благодаря расширению парка воздушных судов, плановой замене отечественных самолетов на импортные с высокой топливной эффективностью. Если воздушное судно наше отечественное можно было эксплуатировать, к примеру, 1000 часов в год, то иностранное воздушное судно, минимальный налет должен быть для его окупаемости 3000 часов. Другими словами, авиакомпания ищет новые направления, на которых можно бы было окупить стоимость новых самолетов. Сейчас в «Алроса» эксплуатируются 2 «Боинга», один взят в лизинг у авиакомпании «Якутия». В начале апреля придут еще 2 воздушных судна. И с 1 мая арендованный «Боинг» вернется обратно в авиакомпанию «Якутия».